У солнца имеются две жены – утренняя заря и вечерняя заря. Утром солнце распрощается с одной супругой и в течение целого дня направляется к другой. От этих жен он имеет детей, сына человека и дочь росиночку. Повстречавшись однажды на земле, они полюбили друг друга и поженились. Люди – это потомки человека и росиночки. Солнце было огромное и по утрам не могло самостоятельно подниматься на небо. Ему помогали взрослые люди. Но когда дети видели, с каким трудом поднимают солнце на небо, то оно смущалось и весь день пряталось за облаками. Поэтому взрослые до восхода солнца детей не будили. В такие дни оно весь день сияло и даже не хотело спускаться на землю. Спуститься на землю ему опять же помогали взрослые. Голыми руками его нельзя было трогать, могли испачкать. Люди использовали специально вышитые для этого полотенца. Спустившись на землю после тяжелого трудового дня, солнце отдыхало. Оно омывалось в чудесном озере и набиралось сил для следующего дня. В начале всех времен землю освещали и обогревали 3 солнца. Темнота никогда не наступала, холода не мучили, и темные силы свои грязные дела не могли совершать. Была вечная весна. Однако, по наущению темных сил, наивные люди 2 солнца поймали и разбили вдребезги. То солнце, что пострадало больше, разбилось на миллионы мелких кусочков, и из них произошли звезды. Второе солнце превратилось в луну. Они потеряли способность согревать и светить ярко, поэтому наступает ночь. Появилось такое явление, как лютая и беспощадная зима. Как-то великан Улоп лег отдохнуть и заснул. К нему незаметно подкрались чертенята и стали издеваться над ним спящим. В те времена луна и солнце обитали не так далеко от земли, как сейчас. Чертенята поймали луну и солнце. Солнцем они обжигали руку Улопа, луной ногу обмораживали. Проснулся Улоп в гневе и откинул солнце в одну сторону, луну в другую сторону. С тех пор солнце и луна находятся очень далеко от земли и не могут спуститься на ее поверхность.